В настоящее время без электричества сидят жители большинства районов Хатлонской и Сагдийской областей, а также района республиканского подчинения. Цены в Таджикистане вновь взлетят, но на этот раз на электричество. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как скоро ждать подорожания. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. С приходом в Таджикистан системы умных электросчетчиков от Азиатского банка развития цены на электроэнергию могут вырасти. В Таджикистане к 2025 году будет реализована программа по установке умных счетчиков при поддержке АПР. Банк направит на эти цели 105 миллионов долларов. Просто вдумайтесь в эту цифру. По словам источников, одно из условий АБР связано с необходимым ежегодным ростом стоимости электроэнергии. На первом этапе проекта планируется установить 398 тысяч умных счетчиков стоимостью 50 миллионов долларов в Душанбе, Исфаре, Истарафшане, Пенджикенте, Бустоне, Канибадаме и Дангаре. После того, как умные счетчики будут установлены, потребители электроэнергии будут обязаны вносить на счет Барки Тачик авансовые платежи в начале каждого месяца. Как вам такая перспектива, учитывая, что сейчас мы в принципе сидим без света? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Электричество в домах появится с условием, что у плательщика будет отдельная карта обслуживания. У кого их не будет, просто останутся без света. В случае, если граждане не будут регулярно погашать счета за электроэнергию, свет в домах на неплательщиков будут отключать на 10-15 дней. По словам таджикского экономиста Алимджона Бабоева, сегодняшняя цена в 22,6 дирама за киловатт-час электроэнергии, потребляемой в бытовом секторе, и без того высока, а потому к последующему повышению цен на электроэнергию следует относиться с осторожностью. По словам эксперта, люди со средним достатком, уязвимые группы, пенсионеры столкнутся с существенными трудностями. Конечно, столкнутся, мы сейчас уже с ними сталкиваемся. И можно сказать, что мы все сейчас уязвимы с такими ценами. Ведь не зря в Таджикистане активно развивается экзотический рынок, так сказать, зеленого топлива. Речь идет о самых что ни на есть экологичных видах, очень популярных зимой в горных регионах Таджикистана. Сухой навоз, тапак, стебли сухого хлопчатника, гузапоя и дрова. Необычный рынок топлива неизменно приносит производителям хорошую прибыль, но этой зимой на фоне регулярных отключений электроэнергии продажи выросли до внушительных масштабов. Иностранцам подобная торговля кажется невероятной и даже немного дикой, местным, наоборот, привычным делом, особенно в нашей сегодняшней ситуации. Электричества по полдня нет, в кошельке не густо. До солнечной весны еще далеко, отапливать дом нужно каждый день. И раз спрос рождает предложение, находчивые предприниматели, резонно вспомнив, что деньги не пахнут, начали активно торговать. И, к сожалению, приходится констатировать то, что на такое топливо также повысились цены из-за того, что вырос спрос. Но все-таки это лучше, чем сидеть без тепла и света. А как у вас обстоят с этим дела? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии, как вы относитесь к тому, что мы будем обязаны перейти на новые счетчики и тем самым платить в разы больше же за электроэнергию, которая у нас и так проблемная. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Пока у нас на этом все. Если мы еще что-то узнаем, обязательно вам сообщим. До скорой встречи!